Испытано на себе. 22 февраля в Хабаровске прошел 14-й фестиваль фильмов «Грань. Путешествие, приключения, экстрим». По результатам фестиваля фильм, снятый мной «Тайна о Медичи», занял первое место. И поэтому, я думаю, актуальным будет сейчас в рамках проекта «Испытано на себе» показать его вам. Потому что там действительно и были сложности, трудности и определенной степени испытания, которые мы преодолевали. Это и красота природы, это и прохождение по горным рекам, это и немножко истории наших мест. Так что приглашаю вас прямо сейчас посмотреть фильм «Тайна о Медичи». Вольный ветер одинокому страннику. На связи. Там впереди Шевера начинается, за ней порог. Прижимайся к правому берегу, увидишь шипляки, обходи его слева. Понял. Все снято. Давай занос. Еще раз, мне нужен крупный план. Понял тебя, иду к берегу. Множество историй и тайн покоятся на дне этой реки. По ее берегам когда-то протаптывали дорогу старатели и уходили от погони бандиты. Тут до сих пор гуляют дикие звери, а в предрассветном тумане порой слышатся голоса предков. Мы готовы пройти одну из самых загадочных и привлекательных рек Южной Якутии, имя которой О-Медичи. За нашу практику прохождения по горным рекам Якутии, а точнее заброску верховья, мы поняли, что самый лучший вариант – это транспорт. А самый проходимый транспорт – это танк. БМП, то есть мощь 300 лошадей на 3000 оборотов. На МТЛБ там всего 2200 оборотов, и он как бы по болоту уже не сильно идет. Это за счет мощности и скорости пролетает эти болотины, а тот уже так не может ехать. Вот. Ну а газушка, она слабенькая, ну каждый танк для своего. Газушка – это король марей, она по марям везде может вот так и плыть, и шлепать, то есть так. Но грузоподъемность маленькая. Опять же, у этого побольше груз. МТЛБ тоже неплохая, ну каждый для своей местности и цели. Сэкономив силы для пешего этапа, который в любом случае нам предстоял, 8 июня мы погрузились на броню и отправились в верховья О-Медичи. Путь лежал по знакомому уже нам маршруту через долину реки Самокит с ее многочисленными марями. Вездеход. Это железная советская махина, которая везет тебя сквозь тайгу, и ты понимаешь, что эта штука может увезти тебя куда угодно. Очень здорово. Далее через перевал. Затем вброд пересекли правую Унгру и взяли курс на левую. В ущелье меж сопок на заброшенной геологоразведывательной базе встаем на обед. Когда-то в 90-е тут искали алмазы. Вот такое хозяйство посреди тайги. Вот
Заброшенная. Никого нету. Посмотрим, что тут есть. Ух ты. Так вот, обособленно. Жили люди в тайге. Геологи. Искали. На третьи сутки мы добрались до реки Алдан, который необходимо было форсировать. На левом берегу, в уютном срубе местной родовой общины, встаем на дневку. Наш танк нуждался в ТО и отчасти в небольшом ремонте, который, к слову, мы проводили еще в дороге, каждый раз усовершенствуя этот гусеничный механизм. Затем, наловив рыбы, нажарили котлет. Забегая вперед, признаюсь, что это был самый рыбный день за весь поход. Несмотря на то, что мы шли на Медичи, про молочные воды и кисельные берега которой местные рыбаки слагают легенды. На пятые сутки мы прибыли к месту заброски и приступили к стапели. Впереди нас ждал один из самых интересных этапов – водный. Река встретила нас затяжными плесами, посеяв некое разочарование на начальном этапе. Да к тому же периодически шел дождь. Но несмотря на сырость и холод, это было нам на руку. Поднимался уровень воды, а для сплава это подарок. Сейчас очень холодно, идет дождь, мы все мокрые, а нам еще 5 километров осталось пройти. Вроде как там должна быть избушка. По карте было видно, что через 80 километров от начала сплава река, зажатая меж сопок, сужалась, а следовательно усиливалось течение и возрастала возможность образования в тех местах порогов, которые мы так ждали. Ну, самое главное, не растягиваемся и на каждом пороге отрабатываем технику. На третий день сплава наши ожидания были вознаграждены, причем с лихвой. На смену плесам пришли множественные перекаты, которые с каждым пройденным километром усиливались. В общем, к полудню третьего дня началось. Именно то, ради чего мы здесь.
Река мне напомнила Идю сначала. Вроде сначала спокойная, потом начались пороги, шеверы. И вот это все по нарастающей. Как заметил Серега, река нам давала как бы научиться, потому что у нас в команде был как бы новый человек, Вова. И вот был момент, чтобы его научить как разгрести, потабанить, подправить что-то. Ну и самому тоже поднабраться немножко. И вот с каждым поворотом все, участки были интереснее, где-то сложнее. То шахматы, то там валы такие. Мне очень понравилось вот это именно переходы такие эмоциональные. Все, тот говорит, Вова, сильно гребем. Сильно, сильно, сильней. Сильней, сильней. Сильней, сильней, Вова, он не вывозит. Шеверы с торчащими из воды камнями, так называемые шахматы, были просто бесподобны. Это был один из лучших дней экспедиции. Большая вода и хороший угол падения ее сделали свое дело. Если охарактеризовать этот участок реки по сложности, то это твердая троечка. Но, друзья, эта троечка длилась весь день, к концу которого руки были просто забиты. Но это была самая приятная усталость. Правее лезь, там правее лезь. Там больше жопу. Давай! Участок, который вносил, так сказать, больше всего опасений, потому что, когда мало воды, нужно идти пешком с катамаранами. Это очень сложно, и самое главное, мы теряем время. Но нам повезло, вода поднялась, и мы этот участок пролетели на таком позитиве, на таких эмоциях. Ну, передать их очень сложно. Я думаю, что есть пару видеозаписей у нас, где истинное выражение лица будет показывать вот весь этот дух, страх, радость, момент покорения. После такого насыщенного сплава мы приняли решение встать на дневку и устроить банный день. Для этого на берегу разожгли костер, чтобы прогреть камни. Соорудили каркас, накрыли его тентом и с легким паром. На следующий день мы тестировали надувную байдарку, которую взял с собой в поход Володя Разов. Это судно добавило новых ощущений и отчасти экстрима. И было решено далее идти на нем в связке. Медичи, левый приток реки Алдан, берет свое начало на северных склонах станового хребта и протекает по Алданскому Нагорью. Протяженность 313 километров. Четверть века назад здесь прекратили добывать полезные ископаемые. На Медичи мыли золото, да так активно, что практически угробили рыбу, спуская по течению сотни тонн грязи. Сейчас река приходит в норму.
о чем свидетельствует наличие рыбы, полакомиться которой то и дело выходит хозяин тайги – медведь. Присутствие медведя ощущалось даже на стоянках, когда мы вынужденно ночевали на его территории. Помнишь, Вовчик, я тебе показывал медвежью тропу? Да. Вот. Она вот идет, и смотри, вот у нас 2 пятна от лап. И вот это вот дерево, медведь в него чешется спиной, и на нем всегда оставляет метки. Метки оставляет для... чтобы другой медведь пришел и мог увидеть, какого он размера. Обычно медведь возле дерева рвет на вытянутую руку кору, и как бы эта отметка, да, высоты медведя. Другой пришел, посмотрел, сравнил, там испугался. Этот какой-то особенный. Он прокусил. Это не когти, это зубы. Видишь, вот 2 зуба. И вот 2 зуба. Это я такого еще, кстати, не видел. И вот видишь, он трется, у него тут везде шерсть в дереве. Ну, это свой запах и так далее. То есть мы прямо на его территории. Далее динамика сплава заметно снизилась. Все реже появлялись перекаты, но время от времени река по-прежнему показывала свой характер. Около 9 часов вечера на 14-й день экспедиции и 9-й день сплава мы вошли в Алдан. 3, 2, 1. В Алдане! Ура! Ну все, мы сделали это, хранитель легенд. Еще одна речка в нашей копилке о Медичи. Спасибо, дорогая, с тобой было весело. Пройдя 274 километра за 9 дней, мы, попрощавшись с рекой Амедичи, двинулись вниз по Алдану. Река очень понравилась. С самого начала было очень много животных. Увидел животных, которых в жизни еще в дикой природе никогда не видел. Это было очень интересно. Река очень динамичная, река очень разная. То есть были дни, когда мы проходили только плесы, а были дни, когда целый день у нас были пороги, шеверы, вот, перекаты. Поначалу, вот, когда мы к ней подъехали, она выглядела как болото, дно илистое, спокойное. Думаю, ну что это за река? Но спустя несколько километров появились пороги, потом они увеличились, стали большие валы, так, ну, аналогично, как даже на Муламе, наверное. У подножья утеса Суантитской писаницы встали на чай и традиционное фото. Суантитская писаница. Скала, как большой сфинкс или крепостная башня, высоко поднимается над левым берегом Алдана, как бы охраняя покой протекающей реки. Это место почиталось древними народами, населяющими Якутию с 4-го тысячелетия до нашей эры. И даже в наши дни охотники и туристы, отдавая дань древним обычаям, оставляют в расщелинах скал многочисленные приношения. С обратной стороны скалы, в небольшом гроте, имеются наскальные рисунки, нанесенные красной охрой. Они отображают мировоззрение древнего человека и имеют тесную связь с первобытной магией.
жертвенник и святилище. Удивительное место. Одна эмоция, кажется, что она уже зашкаливает, а потом оказывается, что наступает новый момент, и он такой же восхитительный, и ты опять захлебываешься от восторга. Это не передать словами, это очень здорово. Несмотря на поздний вечер, решаем идти дальше, до поселка Суонтит, откуда начнется следующий этап нашей экспедиции. 2 года назад, во время съемок фильма «Шепот Алдана», мы уже посещали поселок Суонтит, вернее, то, что от него осталось. И вот после публикации фильма зрители в комментариях просили рассказать об этом месте более подробно. Спустя 2 года мы снова здесь и готовы поведать вам историю поселка Суонтит. Выписка из приказа номер 31 от 12 марта 1942 года по Государственному союзному тресту номер 13, город Алдан. В связи с подтверждением перспективности Центрально-Алданского района на пьезооптическое сырье преобразовать Немгерканскую экспедицию с 12 марта до 1942 года в Алданскую промышленно-разведочную и начать строительство базы экспедиции на ключе Суонтит. 2 апреля 1942 года караван из 11 человек и 12 оленей отправился к месту работы. Отряд возглавил геолог Пашков Сергей Михайлович, а 6 апреля того же года была начата разбивка строительной площадки. Вскоре на подмогу был отправлен 2-й отряд в составе горнорабочих, геологов и снаряжения. Завоз грузов на участке тогда производился оленьим транспортом. Так, в 40-х Суонтит стал одной из баз экспедиции, занимающейся разведкой и добычей горного хрусталя, пьезокварца, для оборонной и радиотехнической промышленности. С первого же года своей деятельности, благодаря целеустремленной направленности поисковых работ, экспедицией было выявлено несколько промышленных месторождений, которые сразу же были введены в эксплуатацию. Раскинулся поселок на левом берегу реки Алдан, у притока речки с одноименным названием. В переводе с якутского Суонтит – это толстая лиственница. По преданию, здесь на берегу стояло огромное дерево, служившее местным проводникам и охотникам ориентиром. От былого величия и промышленного размаха некогда могучего государства СССР остались вот такие напоминания. В пик своей трудовой деятельности тут проживало до 3000 человек, а в местном доме культуры когда-то читал свои произведения Евтушенко. На земле драгоценной и скудной я стою, покорителей внук, где замерзшие слезы якутов превратились в алмазы от мук. Ни добытчиком, ни атаманом я спустился к Алекме реке, голубую пуштину тумана, тяжко взвешивая на руке. Сейчас увиденное больше похоже на музей под открытым небом, одним из интересных экспонатов которого является локомобиль начала 50-х годов выпуска, применяемый для получения электроэнергии. Такая машина могла бы украсить любой музей техники, но из-за отсутствия транспортной сети доставка его почти невозможна.
Сейчас на территории бывшего поселка стоит метеостанция, где несут свою вахту семейная пара Сергей и Елена Титковы. Психометрические таблицы, журнал, который мы записываем и кодируем и передаем. Вот данные. То есть все фиксируется? Да. А потом только WhatsApp. Вот атлас, где мы смотрим облачность какая, атлас облаков. Это все вот настольные книги. Ну а если что, вот код, который мы кодируем. А это наставление, наш талмуд, где какие вопросы, все мы вот в наставлении. Зимой и летом, днем и ночью, при любой погоде, каждые 3 часа метеорологи снимают показания с приборов и отправляют для обработки в Якутск. Небо покрыто все облаками, да? Получается. Но кое-где голубые проблески, это вот и солнце тоже. Это вот стратус транс, то есть средний ярус. Это мы сами хлеб делаем, вот готовим тесто. Ну здесь немножко, потому что сейчас лето, хранить негде. Зимой побольше напекаем, чтобы там, напек, например, на неделю. А это чисто вот булки 3 получится вот с этого замеса. Он сейчас поднимется вот так вот. Все, печку натопим, формочки. Ну все как по технологии, все отработано. Раз в год с большой земли приходит продовольственный паёк. Это в основном консервы и крупы. Свежие овощи выращивают сами в теплице. Ну, я пока теплицей обхожусь, а до меня работали специалисты и даже курей разводили, в общем. Ну, по желанию можно здесь жить, как скажем, как в деревне. Пожалуйста, все. Ну, тяжело? Ну... Вернее, даже, знаешь, в какое время года тяжелее всего труднее? Тяжелее всего это зима, и тяжелее в чем? Не то, что там печку топить надо, просто тоскливо, здесь никого нет. Мы вот вдвоем с женой, например, да, вот зиму. Вообще 2 человека, мы как с октября месяца по март вдвоем были вообще. Как бы в автономном режиме. Сама физически не устаешь, морально тяжело, конечно. Но помогает то, что прогресс же двинулся вперед. Сейчас уже интернет есть на станции и телевидение. Ну, в общем, но все равно скучновато, конечно. После того, как поселок закрыли и люди разъехались, некоторые все же вернулись. Одни из тех, кто вернулся, старожилы этого места Владимир Буйских и Алексей Гаевой. К сожалению, в 2016 году их не стало. Светлая память. Отдохнув с дороги и хорошенько выспавшись, на следующий день отправились в пешку. Нам хотелось исследовать штольни, расположенные на горе Хрустальная, что на противоположном берегу. А есть даты? Есть даты там. Внизу. Петухов. Внизу слева, да. 78 год. Вот этот аккуратно, он тоже есть. Выработан 16 24. 28 января 78 года, 8 часов. Нам удалось совершить экскурсию по горным выработкам, общая протяженность которых составляет несколько десятков километров и несколько ярусов.
невозможно описать словами восторг от увиденного. Мы словно погрузились в другой, подземный мир и стали участниками какого-то квеста. В целях безопасности мы не стали опускаться на самый нижний уровень без специального снаряжения, которого у нас не было. Нам хватило увиденного. Далее наш путь лежал к Астанцам. Еще зимой, когда готовилась наша экспедиция и обсуждался маршрут, единогласно было принято решение идти в радиальную пешку именно в этом районе. В 5 километрах от береговой линии по спутниковым снимкам были видны Астанцы, которые мы хотели исследовать. Вот уже несколько лет нам не дает покоя легенда о бутылочной скале. По слухам, скала в форме бутылки, состоящей из хромдиопсида, обладает свойством исцелять и восстанавливать зрение, если, прижавшись к ней лицом, долго вглядываться в полупрозрачную глубину. Согласно поверьям, это загадочное место находится в 10 часах пешего перехода от поселка Большой Хатыми. Но вот в какую сторону история умалчивает. Если очертить круг от указанного поселка радиусом в расстоянии 10-часового перехода, то один из квадрантов как раз приходится на это место. И мы не могли пропустить такое. Бутылочной скалы мы не нашли. Но удивительные Астанцы, словно руины древнего города, стоили того, чтобы проделать этот путь. По возвращению в поселок мы были готовы отправиться домой. Но Дима заглянул на чердак.
Ребят, нашел интересные записи на чердаке. Давай почитаем. Давай. Это оказалось письмо, написанное в далекие 40-е. Здравствуй, дорогая моя Ниночка. Я не раз писал тебе о суровой службе, крепких морозах и безумной красоте этих мест. В этот раз хочу рассказать тебе о происшествии, в котором погибли мои друзья. И я навсегда стал другим. В середине апреля один из задержанных одиночек-старателей рассказал нам, что банда Авелова, которая уже 2 года совершает налеты на рабочие поселки, планирует нападение на нашу базу Суантит. За зиму у нас скопилось много золота. Узнав о планах банды, наш капитан запросил поддержки у НКВД, и к нам прибыли сотрудники Салдана. Все произошло, как и рассказал задержанный. В указанный день на притоке в 9 километрах от поселка вышли вооруженные люди. Двигались осторожно, озираясь по сторонам. И как только они все оказались на открытой маре, прозвучал приказ «Огонь». Было так страшно, что мы стреляли без остановки даже в тех, кто уже поднял руки. Как оказалось, все это был лишь отвлекающий маневр, чтобы основные силы вывести из поселка, оставив там только дежурных. Вернувшись в поселок, мы обнаружили, что все наши сослуживцы убиты, а с ними 12 рабочих. Склады разграблены, золото похищено. Один ивенг Каюр рассказал, что Авелов принадлежит к роду местного суантитского тиуна, князя, и отправился в родовое стойбище поменять оленей. Через несколько дней поисков наш отряд наткнулся на раненого человека. Его бросили бандиты умирать в тайге. Он рассказал нам, что разбойники часть своего золота спрятали где-то на берегу реки Амедичи, в расчете когда-нибудь вернуться в эти края. Далее текст письма был размыт. Следующим утром мы собрались в путь. Наша экспедиция подходила к концу, и нас уже ждали дома. О чем призадумался? Мы все о Медичи прошли, и только потом про золото узнали. Серега, ну что, кадр был? Да, снято. Чальтесь в Улово. Я на борт. Упс. Моя реченька. Ты течешь. Да не колыбнешься. Ой, да ты дитя, да мое дитятко, да ты чего сидишь, да не улыбнешься. Это не когти, это зубы. Видишь, вот 2 зуба и вот 2 зуба. Право на борт, подгреби! Все, хорошо. Прижимайся к правому берегу. Увидишь блюдник, обходи его слева. Наступает новый момент, и он такой же восхитительный, и ты опять захлебываешься от восторга. Моя реченька.
да не колыбнешься. Испытано на себе.